Когда библиотеке удается идти в ногу со временем, то и читателей становится больше. Теперь в Национальной библиотеке имени Папаскир открываются новые возможности для тех, кто хочет познавать книжный мир. На базе библиотеки открыт доступ к электронным архивам Российской государственной библиотеки. Электронная почта у него должна быть. Мы регистрируем на электронную почту. Потом он сделает запрос на нахождение книги, которая его интересует, автора. Мое имя указано здесь. И поиск. И набираем книгу. И поиск. Открываем книгу, показывается на экране у нас. И, значит, если стоит замочек на этой книге, значит, можно только читать. А если замочек открыт, значит, можно читать и скачать эту книгу. Такие книги мы находили, по истории находили, по сельскому хозяйству находили книги. Ну, конечно, найдутся люди, кто придет, будет читать. Этой литературы у нас нету, в Абхазии нету, а здесь уже есть. Они найдут эту книгу и будут читать, если захотят, конечно. Любой желающий, придя в библиотеку, а именно в читальный зал, сможет совершенно бесплатно пользоваться доступом к архиву. Получив на месте книжный номер, читатель может зарегистрироваться для входа в электронный архив России. И что самое главное, все это совершенно бесплатно. Такую возможность предоставила Российская государственная библиотека Ленинка. Нужна была создать техническую поддержку. То есть усилить память компьютеров, усилить память сервера, в котором не вмещается такой огромный массив, потому что там, видите, какое огромное, полнотекстовые, 4 миллиона 200 тысяч наименований. Самые разные направления знаний. При этом, представляете, мы имеем доступ к рефератам и к монографиям полнотекстовых, которая за весь период, что в России выходила. И представьте, что за уникальная возможность. Зайти через мобильный телефон в электронные архивные данные России невозможно. Такую возможность дает только библиотека имени Папаскир. В читальном зале всего установлено 9 компьютеров. В виртуальной библиотеке представлены книги, диссертации, рукописи, научная и учебная литература. И не только. Также встречаются и несколько абхазских книг. Мы сейчас работаем над тем, чтобы, знаете, привлечь читателей, донести до жителей Абхазии, кто учится в школе, кто в вузе, преподаватели школ, преподаватели вузов, соискатели Академии наук. Но все, кто читающей публике, донести, что такая возможность появилась. Как пользоваться, как открыть, помогать будет наши библиотекари открывать нужный по наименованию тот или иной полнотекстовой массив. Виртуальным читальным залом может воспользоваться любой желающий в рабочие дни до 17:00. Налач Хинджирия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.